Формирование, конечно, учитывались. Тут и национальный состав, и, конечно, образование, опыт работы, общественной работы, политической работы, опыт работы вообще в целом. Вот. Ну и надежность человека. Мы тогда, может быть, не совсем хорошо воспринимали, с какими угрозами, с какими проблемами мы столкнемся. И когда началась война, она была испытанием в целом не только всей Абхазии, каждого человека, члена нашего общества, в том числе и члена парламента. Это серьезное было испытание. Она была настолько, остра, что мы находились между катастрофой нашего этноса и отстаиванием и отстоять нашу страну. Когда мы столкнулись с проблемой, и люди видят, что мы не совсем, наверное, готовы к войне, а вообще готовиться к войне это не так просто. Вот. В условиях, в которых мы находились, готовиться к войне, ну что, у нас было вооружение, у нас были рода войск, подготовлены армия, офицеры и так далее, и так далее. У нас ведь ничего этого не было. И в процессе, конфликта нам приходилось все это создавать. И у людей складывалось впечатление, что мы можем собственный народ погубить и никакой победы не удержать. И мы встречались с разными людьми разной категории. Я вспоминаю, вот у Гудаута в частности, встречались с очень мудрыми старейшинами, которые говорят: «Ора вчера, айбеш рацо, шезухьема, баба хайлар, ташмирха, там чумам убрякара, астарах дургуну». На как однозначно на этот вопрос ответить? Мы говорим, если, скажем, мы руки поднимем, сдадимся, грузинская армия повернется и уйдет в Тбилиси, или они останутся здесь? На этот вопрос никто не мог тогда ответить. Тогда как быть с нашим этносом? Они же изничтожат нас. Они никого не пожалеют. Ни политиков не пожалеют, ни передовых наших людей не пожалеют. Тогда, в общем-то, у многих людей уже начало приходить понимание, что как бы ни было тяжело, но нам надо стоять насмерть и сохранить нашу страну. В составе парламента я не скажу, что мы все были одинаковыми в этом плане. Конечно, основная часть наших членов парламента, это основная часть, я подчеркиваю, те люди, которые были рядом с Владиславом Григорьевичем, понимали это. Понимали, что нам надо идти, не смотря на какие проблемы, идти вперед, только дорогу осилить идущие. Мы это понимали. Вот. И в такой частной, приватной беседе с разными нашими коллегами мы сталкивались с другими мнениями. Но когда люди в целом убедились, что основной костяк парламента готов бороться, готов идти вперед, конечно, тогда у нас сформировалось единство взглядов в парламенте, что для нас чрезвычайно было важно. Ведь парламент тогда выполнял не только функции, скажем, представительские, да, законы, например, нам пришлось выполнять роль правительства, исполнительного органа и так далее. Это был единственный орган, который занимался вопросами военного строительства, ведения войны, всеми делами, начиная от питания детей до госпиталя и так далее, лекарств, масса всех проблем. И это приходилось буквально на ходу решать. И если вы представите себе, в нашем парламенте не было бы единства, смогли бы мы решить те серьезные проблемы, с которыми мы столкнулись в начале войны, в процессе войны? Конечно, нет. Но вот это единство, оно давало нам, конечно, это и народ был с нами. И мы понимали, что за парламентом стоит весь абхазский народ. Я сейчас немножко громко говорю, но это было на самом деле так. Я так, по крайней мере, осознаю это по сей день. И какие-то личные амбиции, личные вопросы и так далее, они напрочь уходили вообще от нас. Мы даже не думали об этом, что есть личный вопрос. Мы вообще не думали, что мы голодные, нам надо быстро покушать. Мы не думали об этом, некогда было об этом думать. Время настолько стремительно шло, что опаздывать, это было смертоподобно для нас. И мы старались не опаздывать, идти со временем по логике ведения боевых действий. А мы ведь неопытные люди в этом плане. Ведь война, она для нас, это была вообще новая жизнь, новая эпоха.
И нам приходилось по ходу работы в парламенте к этому привыкать и идти в ногу с ним. Ну и, конечно, в целом я думаю, что та нагрузка, которая легла на парламент, да, она, конечно, она несла эту нагрузку, и она выполнила, я должен сказать, имею отношение ко всему этому, я очень этим горжусь. И часто я вспоминаю разные ситуации, когда люди, когда падали духом, да, вот это мы не сможем и так далее, а нам приходилось, нет, мы это сможем, мы это должны сделать. А кто за нас это сделает? Только мы должны сделать это. Но оказалось, что вокруг нас очень много было людей, заинтересованных нам помочь. Даже в центральном аппарате, политическом аппарате Москвы, вы знаете, у Кремля много башен, и там были наши люди, которые нам шли навстречу. И само противостояние там и в парламенте, и в Госдуме в частности, и в политических кругах, она была достаточно очень острой. И Ельцин был под давлением Запада, вот, он не мог, значит, лавировать, ему было дано указание, значит, нажимать на нас, а были другие политические силы, которые говорили нам, не смотрите на это, мы вам будем помогать. И мы эту помощь получали, мы это ощущали на себя. Вы знаете, доброе слово в такой ситуации нам много вопросов решает. Вот мы идем, значит, вот идем в штаб, там, на заседание парламента, и простые люди встречают и спрашивают, как дела у нас? Что мы должны были сказать? Отлично, все великолепно. Трудно так сказать. Мы говорили с надеждой, что да, нам тяжело, но мы будем победителем в этой войне. У нас другого выхода нет. Мы должны победить. И это, конечно, людей подталкивало к мысли, что мы отстоим эту войну, и мы отстояли. Но, конечно, я не был специалистом, юристом, скажем, там, экономистом и так далее. И в парламенте какую-то я, скажем, значит, правовую, там, экономические функции я большую не нес, но за моими плечами был некоторый опыт работы с производством в разных молодежных организациях, да, там где-то работал я и в центральном аппарате, горкома партии. Это, конечно, дало мне немаленький опыт. Этот опыт мне очень помогал в общении с людьми, в принятии решений и так далее. У меня всегда в голове была одна мысль. И мыслю ли я категориями государства? Мыслю ли я, как положено депутату, государственное мышление? То есть это интересы государства и общества на первом плане, а потом все остальное, это уже где-то поотдаль. Конечно, это не сразу формируется у человека. Это человек, у которого государственное мышление, он должен какую-то определенную школу пройти. Вот. Он должен быть морально, психологически к этому готов, думать о государстве, об обществе. Это не так просто. Вот. И тем не менее, основная масса наших депутатов это были государственники. Это нам очень помогло. Как бы мы сегодня не говорили, там кого-то критикуем, кого-то хвалим и так далее, но в целом команда парламентская состоялась. И Владислав Григорьевич эту силу чувствовал всегда. И когда у него же были разные встречи с разными людьми, это политики России, это международные организации, ОБСЕ, это Организация Объединенных Наций, потом всякие там политические международные организации, с которыми он встречался, он чувствовал силу общества и силу парламента и мог в полную голос говорить, оспаривать, отстаивать и достаточно эмоционально. Владислав был непростым переговорщиком, он был достаточно сложным человеком. Я знаю мнение многих людей, которые, разговаривая с ним, говорили, да, он тяжелый человек. Конечно, когда решается судьба человека, когда решается судьба граждан Абхазии, судьба государства, надо быть очень тяжелым человеком. Легким невозможно быть. Вот это вот через все это прошли. Я, конечно, мог бы вам очень много интересного рассказать, но это не та аудитория, и у нас совершенно сегодня другой подход. И качество парламентаризма, конечно, у нас изменилось, мы это ощущаем на себе. Но я сам был участником одной, значит, предвыборной кампании, и что я вынес оттуда? Народ наш сегодня не готов дать оценку будущему депутату, будущему политику, дать точную ему оценку и, соответственно, себе повести.
она не готова. Основная масса людей, ну да, это мой сосед, это мой родственник, это мой друг, а этот он мне что-то пообещал и так далее. Если мы будем руководствоваться таким принципом, да, качество парламента, конечно, будет очень сильно страдать.